Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшекшара. Каждый год с периодичностью 2 раза в месяц в акватории Абхазии проводятся рейдовые мероприятия. Очередной рейд на морском участке государственной границы Республики Абхазия нарушений практически не выявил. С целью контроля, выявления и пресечения нарушений законодательства Абхазии в сфере рыболовства и охраны морских биоресурсов пограничным управлением ФСБ России в Абхазии совместно с представителями Государственной инспекции по маломерным судам Министерства чрезвычайных ситуаций Абхазии и пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики проведен очередной рейд на морском участке государственной границы Республики Абхазия. В ходе проведения рейда было осмотрено несколько морских судов. Командир осмотровой группы Михаил Чураков. Здравствуйте. Уведомления погранорганам на выход давали? Звонили? Да, пограничник, женщина там. По словам начальника госинспекции по маломерным судам Тенгиза Сабуа, подобного рода мероприятия в зимний период проводятся реже. Однако раз в месяц они проходят в обязательном порядке. Сегодня в рамках рейдовых мероприятий были осмотрены 3 судна. Одно маломерное, одно турецкое рыболовецкое и одно украинское. Досмотровая группа проверила документы у капитанов судна и команды на право пересечения государственной границы Республики Абхазия, документы на судно и на орудия лова. По результатам осмотра нарушений не выявлено. В летний период, уже ближе к купальному сезону, мы более усиливаем свои осмотры. И совместно с российскими пограничниками мы выходим чаще, так как увеличивается число судов. Это и прогулочные катера, и маленькие лодки. Вот. И соответственно, мы увеличиваем свои выходы в море и осмотры данных судов. Тенгиз Сабуа также отметил, что в последнее время наблюдается положительная тенденция. Все реже становятся случаи нарушений, связанных с наличием документов, входа в запретные зоны и незаконного улова. И этот факт не может не радовать. Для осуществления промысловой деятельности необходимо получить в СГБ Республики Абхазия соответствующее разрешение на выход в море, а также иметь при себе водительское удостоверение на право управления маломерным плавсредством, талон технического осмотра и удостоверение члена рыболовного товарищества. Назначенная заведующая отделением родовспоможения Республиканской больницы приказом исполняющего обязанности главного врача больницы Аслана Берзеня, временно исполняющая обязанности заведующей отделением родовспоможения Республиканской больницы назначена Белла Пилия. До последнего времени Белла Романовна Пилия занимала должность заведующей отделением гинекологии Республиканской больницы. Бывшая заведующая отделением родовспоможения Рита Трапш отстранена от исполнения обязанностей руководителя. Об этом сообщает отдел информационных технологий Министерства здравоохранения. Лейла Дзыба назначила заместителем главы администрации города Сухум. Приказ об этом подписал глава столичной администрации Адгур Харазия. Лейла Дзыба сменила на этой должности Тимура Ткибучава, который был назначен гендиректором госкомпании Псныргылара. Ранее Лейла Дзыба занимала должность руководителя аппарата кабинета министров, работала в администрации президента. Внимание, розыск. УВД города Сухум разыскивается без вести пропавший Погосян Гамлет Григорьевич, 1928 года рождения, проживающий в Сухуме по улице Транспортная, 23, который 8 января около 12 часов ночи вышел из дома и не вернулся. Приметы пропавшего: рост 1,70 м, худощавого телосложения, глаза карие, страдает алкогольной зависимостью, бывают провалы в памяти. Особые приметы: над левым виском след от операции. Был одет в светло-зеленый пиджак, джинсы черного цвета и резиновые галоши темного цвета. Просьба ко всем, кто видел этого человека или знает его местонахождение, сообщить по телефонам 226 48 84 921 90 61 или 02. Отделом внутренних дел по Гульрипскому району объявлен в розыск гражданин Гоги Араланди Раулевич, 1991 года рождения, житель села Кацикыт, Стонка Гульрипского района. 10 января Араланди Гоги выехал в село Цкыбын совместно с гражданином Кодь Николаем Николаевичем, 1994 года рождения, уроженцем Республики Казахстан, и пропал без вести. Особые приметы: рост 1,80 м, худощавого телосложения, волосы темно-русые, коротко стрижен, глаза светло-карие, был одет в черную стеганую куртку, синие джинсы и черные ботинки. Просьба ко всем, кто видел этого человека или знает его местонахождение, сообщить в ОВД по Гульрипскому району по телефонам +7 840 274 44 02, по телефону доверия +7 840 274 23 02 или 02.
Абхазская православная церковь обеспокоена событиями последнего времени. Участившиеся случаи убийств и самосуды противоречат как церковным, так и морально-этическим нормам, считают и общественные деятели. Эти и другие вопросы, касающиеся духовного состояния нашего общества, обсудили сегодня на круглом столе представители духовенства и общественные деятели. Репортаж Сима Аргун. Стабильность и жизнеспособность государства определяется прежде всего нравственностью и духовностью населения. Как обстоят дела с этим у нас в стране? Как построить крепкое и благополучное в социальном отношении государство? Куда и почему утрачиваются культурные традиции, служившие моральным якорем? Представители общественности попытались дать ответы на эти вопросы на встрече за круглым столом. Но как донести это до людей, до общества, где в последнее время самосуд стал неким инструментом решения проблем? Церковь Абхазии обеспокоена происходящим. Именно поэтому иерей Виссарион Апля призвал представителей абхазского духовенства и общественности высказаться. Противостояние между всеми государствами мира есть в нашей абхазской действительности, но это не значит, что мы должны против себя внутри устраивать какие-то такие противостояния, доходящие до абсурда, до какого-то непонятного. И поэтому сегодня церковь взяла на себя такую обязанность об этом поговорить. И я надеюсь, и живущие с нами здесь народы, немало их, и они видят, что мы, носящее имя этого государства абхазского, наши поступки, наши вот эти противостояния внутренние, они не радуют никого. Недавние события, повергнувшие в шок граждан страны, показатель состояния нашего общества, говорят участники встречи. Вопросы, связанные с решением подобных ситуаций, нужно решать совместно, отметила председатель движения матерей Гули Кичба. То, что сейчас происходит, вот это самое постыдное средневековье, вот как будто мы возвращаемся к средневековью. Конечно, у нас кровная месть существовала. Но от этого мы 21 век, мы же от этого ушли, уходим. Есть, слава Богу, законы, которые должны решать эти вопросы. И если власть крепкая и мы законопослушны, то, наверное, в этом отношении, я думаю, надо вот тут вот направить все свои усилия. Общество должно порицать такие поступки, как месть и самосуд, отмечалось на встрече. Здесь очень важную роль играют и правоохранительные органы. Представитель Народной партии Абхазии Якуб Лакоба считает, что все наши проблемы начались в послевоенный период. Именно тогда в Абхазии начала распространяться наркомания. И события сегодняшнего дня производные от этого фактора, считает он. При этом важно учесть, что наркоманам нужна помощь общества, а чтобы искоренить проблему, нужно бороться с распространителями, считает юрист Зураба Ачба. Идею обсуждения данной проблемы Абхазской православной церковью депутат Сергей Шамба считает полезной для общества. Многие вопросы, о которых идет речь, возникли из-за несовершенства самой политической системы, уверен Шамба. К сожалению, мы долгие годы после войны больше занимаемся политическими внутренними вопросами, и вся наша энергия уходит на вот эти вот противоборства разных сторон. Я не за то, чтобы было единомыслие в стране. Конечно, должны быть разные взгляды, разные политические силы должны предлагать свое видение развития, и это должно служить прогрессу и развитию нашей страны. К сожалению, мы этого не видим. Сложные ситуации в Абхазии во все времена разрешались при помощи старших, но эта традиция постепенно утрачивается. Представители духовенства убеждены, что большинства проблем можно избежать при наличии веры. Верующий, неважно какую религию он исповедует, никогда не решится умышленно причинить зло человеку. Раньше, если такие события случались, то всегда старшие родов, старшие фамилии разбирались между собой и все это дело улаживали. Ну, смотрите, сейчас, когда правильно говорят, когда вот эти люди пошли, значит, сжечь, что, не знали старейшины этих родов? Что, не знали? Значит, почему это так получилось? Это о чем говорит? Что вот это вот влияние, оно утеряно у нас. И вот это надо сейчас нам возобновлять, усиливать, понимаете? Участники круглого стола высказали убежденность в том, что только ужесточение закона может дать положительный результат. Если мы не пойдем по пути самоочищения, любая власть будет бессильна, отметили они. Сима Аргун, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.
Делегация Министерства экономики Республики Абхазия во главе с заместителем министра Баталом Тарба принимала участие в 8-м Гайдаровском форуме в Москве. Форум выступает уникальной интеллектуальной площадкой, объединяющей теоретиков и практиков, ведущих мировых ученых и политиков, представителей высших финансовых кругов. Ежегодно в Москву, в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации съезжаются лучшие представители мировой экономики, нобелевские лауреаты, преподаватели вузов-лидеров. Это уже 8-й по счету форум, который проводится ежегодно в Российской Федерации. Тематика форума самая широкая, предусматривает обсуждение различных проблем, которые складываются в российской экономике, путей решения, точек роста, определения каких-то глобальных решений в плане реализации экономической политики. Вот. Интерес Министерства экономики к мероприятиям подобного рода заключается в том, что у нас стратегия такая, мы стараемся отслеживать те площадки, форумы и прочие аналогичные мероприятия, которые нам интересны, на которых мы можем получить новые знания, новый опыт и использовать его в дальнейшем для того, чтобы внедрить какие-то полезные вещи, которые мы приобретаем, в нашу действительность, в нашу практику. Это наша инициатива была, то есть мы с организаторами договорились, чтобы нашу делегацию включили в состав участников. Делегация наша из 3 человек состояла, я возглавлял, и старались максимально полно охватить тот уровень вопросов, который на этом форуме был представлен. Более 35 семей, проживающих на правом берегу реки Чебарта в селе Ачандара Гудаутского района, испытывали большие проблемы из-за отсутствия моста через эту небольшую с виду речку. Однако во время дождей река имеет обыкновение выходить из берегов, и здесь, чтобы проехать невозможно даже на внедорожниках. Дети по несколько дней были вынуждены пропускать занятия в школе. В этом году Гудаутская районная администрация изыскала возможность выделить средства для строительства нового моста протяженностью в 16 метров. Сейчас здесь Гудаутская ремонтно-строительная организация ведет подготовительные работы. Заново закладываем мост, порядка 16 метров длиной, потому что за моей спиной живут порядка 35 семей. И окольными путями, чтобы дети там машины по кругами не ездили. Администрация района профинансировала здесь новый мост. В течение месяца, я думаю, мы справимся с этим объемом, так как населению, чтобы удобно было и проезжать, и детям в школу, и все остальное. В дни школьных каникул Управление образования администрации города Сухум провело методические заседания учителей средних школ отдельно по предметам. Об этом сообщается на официальном сайте столичной администрации. В рамках работы семинаров учителя обсудили методику прохождения программного материала. Спланировали дальнейшую работу. Методические заседания помогают учителям в работе. Они сообща попредметно обсуждают встречающиеся в процессе учебы проблемы. Почти на 1 миллион человек вырос в 2016 году поток граждан, пересекающих границу России и Абхазии. Если в 2015 году было зарегистрировано 8 миллионов 768 тысяч человек, то в прошлом году границу пересекли 9 миллионов 400 тысяч человек. Объем транспортных средств в сравнении с 2015 годом увеличился на 160 тысяч. Об этом сообщает Макс-портал Сочи со ссылкой на сочинскую таможню. Значительно возросла нагрузка на таможенный пост «Адлер» и в дни новогодних каникул. Так, с 1 по 9 января таможенный контроль осуществлен в отношении 153 872 физических лиц и 32 987 транспортных средств, следующих в обоих направлениях. Это около 17 тысяч человек и более 3 тысяч машин в сутки. Анализ потоков транспортных средств, пересекавших российско-абхазскую границу за последние 3 года, показывает устойчивую тенденцию к их увеличению в среднем на 10-15% ежегодно. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-7, днем 12-14 градусов, температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.